Привет, я Максим Кардозу, это Кардозу Ньюс, и сегодня в выпуске новости кино, светская хроника и преступление якутянина, о котором говорили федеральные СМИ. А еще будет испанский стыд. Ну что, барды-бытышки? Недавно появилась новость о том, что в Ленске должны открыть новенький, хрустящий цифровой кинотеатр. Умеете, могете просто. И это прекрасная новость. Теперь ленчане будут иметь возможность смотреть качественное кино на большом экране, со звуком, со светом, то есть получать удовольствие от всей этой прекрасной, в общем, картины и задумок режиссеров. Четко. Но тут есть одно но. Когда заработает этот кинотеатр, непонятно, потому что многие кинозалы вообще закрыты. И вот на неделе появился в соцсетях в различных такой крик души директора Якутской республиканской киносети Петра Черяева о том, что кинотеатры закрыты, многие республиканские, и они на грани буквально выживания, потому что вот за эти 5 месяцев простоя у многих, например, очень сложная ситуация финансовая, у работников где-то вообще администрация в каких-то улусах, районах и городах пытается отжать залы у кинотеатров, ну то есть вообще какая-то ситуация очень странная. Киноиндустрия вообще в России, она одна из самых пострадавших от коронавируса, потому что даже очень крупные киносетки, они терпят какие-то колоссальнейшие убытки, и даже в тех крупных городах, где кинотеатры открылись, например, в Москве с 1 августа, люди туда не ломанулись. Ну, может быть, некоторые боятся, может быть, некоторые ждут каких-то больших, действительно, релизов, но киноиндустрия, она буквально на волоске. И здесь, конечно, грустно, если какие-то из кинотеатров, которые созданы в маленьких селах, они не откроются после того, как можно будет работать. А кинотеатр — это действительно такое место притяжения. Согласитесь. И вот Петр Черяев просит помощи у государства, чтобы все-таки помогли. Вообще хочется сказать, что якутское кино — это, конечно, уже феномен такой российский, и о нем можно говорить очень много, можно посвятить даже какой-то большой выпуск отдельный якутскому кино, и там будет про что рассказывать. И я знаю, что даже в условиях вот этой вот самоизоляции, пандемии, это вот некоторым нашим киношникам не помешало, и вот они продолжают работу над своими картинами. Вот, например, известный продюсер Марьяна Скрыбыкина и начинающий режиссер-дебютант, или режиссерка, как сейчас принято говорить, Айталина Тимофеева-Владимирова, они закончили недавно работу над картиной, это будет фэнтези «Харкынат». Вот с бэкстейджа появляются в соцсетях различные фотографии, видео, и это выглядит все очень классно, изумительно, декорации просто какие-то супер. Хочется уже посмотреть, конечно, понятно, что какой-то постпродакшн будет большой, наверное, в течение года теперь будут работать над этой картиной, чтобы довести ее до ума. Я уже сказал, что это фэнтези, это приключения, это интересные костюмы, это антураж 13 века, якутский. Ну, звучит уже очень круто. Главное, чтобы все получилось как задумано. Я знаю, что у Марьяны Скрыбыкиной и режиссер Коста Самарсана скоро должен выйти фильм «Ичи», и тоже будем ждать премьер, долгожданный, уже давно находится картина в производстве. А где он? Кто? Ичи. И вот опять же коронавирус, может быть, помешал скорейшей премьере. В общем, друзья, это не все, конечно, новости о кино. Я еще не могу не сказать, наверное, многие уже слышали о том, что якутская картина новая, она участвует в официальной программе фестиваля «Кинотавр». «Кинотавр» — это крупнейший российский кинофестиваль. На минуточку, вот если московский кинофестиваль — это международный, а «Кинотавр» собирает вокруг себя именно российские картины. Это все будет в начале сентября в Сочи, и там будет представлена картина, которая называется «Пугало». Режиссер фильма Дмитрий Давыдов. В общем, там повествуется история о знахарке, такой юродивой. Все ее боятся, сторонятся, но все равно приходят к ней за помощью. И вот если мы говорим о якутском кино, в прошлом году на Московском международном кинофестивале прогремела картина «Надо мною солнце не садится». Это такая очень светлая, очень яркая, красочная, добрая лента. То вот по трейлеру «Пугало» можно сказать, что это совершенно другое кино. Оно такое больше авторское, такое напряженное. Это этно. Там уже говорится, что это этнодрама социальная. И, конечно, по первым кадрам можно сказать, что это такое вот действительно серьезное кино. Будем надеяться, что его оценят. Вообще у меня есть идея поехать в Сочи на кинофестивале, пообщаться с авторами. Там посмотрим, получится или нет. Давайте, вселенная, помоги мне сделать, чтобы там все получилось. Так вот.
Вообще можно только порадоваться за якутский кинематограф. Действительно, он доказывает каждый год, что это серьезная такая индустрия у нас складывается в республике, с которой нужно считаться. Каждый год мы выпускаем картины, которые участвуют в серьезных кинофестивалях. Это и «Царь птица», и «Надо мной солнце не садится», прям в рифму все. Ну вот теперь будет пугало. Будем держать кулачки, будем ждать сентября и посмотрим, что скажет российская, может, и международная критика. Из-за пандемии коронавируса многие якутяне в этом году лето проводят внутри республики, так сказать, осваивают родные земли. И, конечно, фоточки же в Инстаграме красивые хочется, и многие поехали на знаменитое поле подсолнухов, которое находится рядом с Якутском. А оказалось, что это не просто так же все растет-то. Это, оказывается, поле специально засеивает Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Это все наука, друзья, а не ради красоты, так сказать. Так вот, теперь ученые жалуются, что слишком большой наплыв людей, и вот эти вот люди, которые хотят красивые фотки в Инстаграме, они затоптали поле подсолнухов. Значит, сотрудники этого института теперь жалуются, что не только растоптали, а они сорвали колючую проволоку с забора, то есть вокруг поля был заборчик с этой проволокой, она была натянута от коров, чтобы они не заходили на территорию, так сказать, и не жрали эти цветы. Ну, теперь все сорвано, все растоптано. Эксперименты, которые хотят проводить ученые, они на грани буквально срыва. Ну, я не знаю, насколько я, может, утрирую, конечно. Но теперь они просят: друзья, пожалуйста, будьте осторожнее. Они говорят, что мы-то не против, фотографируйтесь, пожалуйста. Но, блин, ну не портите нам научный эксперимент, друзья. Не будьте, так сказать, как те, от которых это поле закрывали колючей проволокой. Причем, вы знаете, друзья, просторы Якутии осваивают не только якутяне, не только наши земляки, но и, так сказать, люди из большой земли. Вот Лебедев ездил буквально то на Ленские столбы, то до Тикси по Лене. Так вот, теперь целую неделю в Якутске провели блогеры из Геленджика. Это семья Красниковых. Мама, папа, двое маленьких детей путешествуют на машине. Машина у них Лада, кстати. Они путешествуют по стране из Геленджика. И вот сейчас уехали на Камчатку. И снимают вот небольшие видеоблоги. Для меня это, конечно, непривычно, но тает прям все во рту. Растаивает. Вот эта печень, вот эта рыба. Ее прям берешь, вот с солью, с перцем. И она во рту растаивает. Прожилка только осталась. Я ее сейчас выплюну аккуратненько, не на камеру. А то это будет не очень лицеприятно смотреть. На их канале в YouTube ссылочку я оставлю в описании, если вы не видели, хотя наверняка вы уже о них слышали, и новости про них выходили, и статьи, так что такие популярные у нас ребята в республике. Так вот, у себя на канале они выпустили сразу несколько выпусков, несколько роликов, посвященных еде, культуре, музеям, самому городу, дороге. И вот они рассказывают, что можно на Якутию потратить целый месяц для того, чтобы вот всю ее исследовать. Так им было интересно, но пожаловались они, конечно, на дороги. И машкара их вот смущала, если посмотреть на какие-то видеоролики. А так вполне довольны своим путешествием. Получили много позитива, много экзотики. Я думаю, что у них осталось это надолго память о путешествии в Якутске. И причем даже глава семьи изъявил желание приехать в Якутию зимой. Но пока они не уверены, получится или нет, потому что дороги все-таки очень плохие. Кстати, я нашел у них на канале, в Геленджике они брали интервью у якутянки, которая переехала на ПМЖ в Геленджик из Якутска. И вот там она рассказывает, как это у них все проходило, что им нравится в Геленджике, что им не нравится в Якутске. Тоже так интересно, это такое превью получилось. Не превью, это, то есть знакомство с Якутией у них произошло уже давно. Ну и криминальная сводка, друзья. Вы, наверное, подумаете, что я буду говорить о суде, который начался над Михаилом Смиренским. Он убил 4 человек, 2 женщин и 2 детей. Ему грозит пожизненное, значит, заключение. Но нет, об этом я говорить не буду. Я расскажу про другую историю. Сразу несколько федеральных информагентств подхватили новость о том, что некий мужчина 28 лет, житель Нюрбинского улуса, на него возбуждено уголовное дело по статье, значит, публичное осквернение символов воинской славы России. Значит, что он сделал? Он опубликовал фотографию Адольфа Гитлера в банке памяти. Банка памяти — это не банка консервная, это сайт, на который публикуются фотографии, и потом они высвечиваются во время бессмертного полка.
В общем, он решил так пошутить, поиздеваться. И вот, значит, фотография Гитлера, она была вместе с другими ветеранами Великой Отечественной войны, которые с этим Гитлером, так сказать, воевали. Ну, в общем, кощунство, по большому счету. Вообще, вот эта вот тема, связанная с Великой Отечественной войной, с победой, она же такая сакральная. Это такая скрепа, которую вообще нельзя трогать. И я не говорю, что нельзя над этим шутить. Да, но это же не шутка, это издевательство просто. И о чем думал человек, непонятно. Значит, у него провели обыск уже дома, значит, все доказали, там, конфисковали компьютер, значит, выяснили, откуда он все это публиковал. И сейчас начнется процесс, в общем, ну и он признал, что да, виноват, ну и, наверное, раскаялся. Вообще, я хочу сказать, что это не оригинальная идея, он, так сказать, не первый выдумал, наверное, и, может, и не последний, потому что вот только в этом году было таких случаев, знаете сколько? 9 случаев подобных произошло в России в разных регионах, значит, люди решили так шуткануть. Вы знаете, что вы нарушаете закон таким образом? Тем более на сайте «Бессмертный полк». Вы оскорбляете людей, которые защищали нашу родину с вами, в том числе вас, вашу бабушку, не знаю, маму, папу. Зачем вы это делаете? Я был неправ. Публиковали не только фотографии Гитлера, но и других нацистов. Многие знают, это гремело вот буквально перед майскими праздниками, вот все вот эти вот истории, и они продолжаются. Разбавим выпуск светской хроникой, друзья, ну, чуточку совсем на донышке. Угу. Так вот, страсти вокруг брака Надины Эльпис, это певица, известная наша якутская. Мне очень она нравится. Очень нравятся ее песни, все, что она делает. Но вот вокруг ее брака не утихает скандал. Значит, она разводилась, то, значит, они снова сходились, то она там к себе кого-то вроде бы уже нашла, то, значит, там воссоединение семьи. И вот теперь появилось у нее в соцсетях несколько постов таких странноватых. Вот она, значит, опубликовала фотографию женщины и сказала: вот она, вот это вот разлучница. Женщины, осторожно, берегитесь вот этой женщины, она делает все для того, чтобы захватить чужого мужа. Потом следующий пост, значит, уже фотография ее супруга и надпись там о том, что она, значит, его ищет. Куда приведет эта история? Я даже не знаю, может, пора остановиться. Все это уже выглядит довольно странно. Некоторые вообще то есть если прочитать комментарии к этим постам, некоторые уже сомневаются, что все это правда, и думают, что это лишь возможность лишний раз пропиариться на личной жизни. На самом деле у них все хорошо, мирно, тихо, они любят друг друга, и вот решили, так сказать, привлечь к своим персонам немножечко внимания и запустили вот такую историю, которая получилась долгоиграющая, прям там Санта-Барбара целая, если следить за всеми перипетиями, которые там происходят. И еще один был очень забавный комментарий, вот возмущаются люди, мол, блин, в Якутии совсем с мужиками беда, вот две роскошные женщины, две прекрасные блондинки борются за вот этого баяниста. Ну, может, баянист прекрасный человек, ну что вы, друзья, зачем, что вы сразу так критически-то? Талантливый. Немного фэшена, друзья, в прошлом выпуске это так нормально зашло. Итак, резиденты TikTok-хауса Юрта, значит, сделали коллаборацию с дизайнером Светланой Хавровой и вот выпустили видео. Опять же, люди ходят пафосно под музыку, это вот такой вот азиатский фэшн-стайл, стрит. Ну, тут не стрит, тут карьер, песок, значит, и капсульная коллекция, я так понимаю, этого дизайнера. Ну, выглядит, я не знаю, очень сложно мне оценить. Кстати, уже появились под этим видео комментарии, мол, это испанский стыд. Кстати, вот под прошлым моим роликом про вот этих вот модных ребят, которые ходят по городским улицам, самый популярный комментарий это опять же про испанский стыд. Мол, им так стыдно, что происходит сейчас на экране, что они на это смотреть не могут. Ну, почему, друзья, испанский стыд? Ну, не знаю. Каждому же свое. Ну а закончить я хочу позитивной новостью. На этой неделе появилась информация о том, что знаменитая наша девочка-блогер Карина Колесова, у которой страшный диагноз рак крови, она победила рак. Вот об этом она сообщила, ее мама тоже. У них ремиссия, это замечательные новости. 2 года они боролись с этой болезнью, вот победили. И теперь я надеюсь, что у Карины
В блоге будут только прекрасные какие-то интересные вещи про ее жизнь, теперь не связанные с болезнью. Это были Кардузо Ньюс, друзья. Ну что ж, нажимайте на лайк, подписывайтесь, ставьте на колокольчик, переходите в комментарии, оставляйте свои сообщения. Все это помогает продвижению канала и мотивирует меня делать больше роликов. Это очень мотивирует. Ну что, всем пока, до следующего выпуска.